Сегодня в Якутске 28 ноября состоится бесплатный показ лучших фильмов Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата-2018». Среди них ленты якутских режиссеров. Показ фильмов состоится сегодня в 18 часов в кинозале «Республика». Вот там ключевое слово еще и бесплатный. Да? Да. Значит, сегодня у нас в гостях, и в гостях не только в нашей студии, еще и в гостях в Республике Саха-Якутия, региональный директор Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» Юлия Коробицкая. Доброе утро. И также Роман Овсейчук, редактор этого фестиваля. Доброе утро. Привет. Расскажите для начала, что за фестиваль такой, как давно он проводится и где именно? Ну, фестиваль проводится уже 4-й год. Изначально он был хабаровским. Вот 2 года последние он уже в статусе дальневосточного проводится. То есть мы принимаем фильмы от кинолюбителей со всего Дальнего Востока, от якутских режиссеров в том числе. Финал фестиваля в этом году уже прошел в октябре. И вот сейчас мы решили собрать лучшие фильмы, ну, фильмы-победители, да, этого фестиваля, чтобы показать их в регионах. Вот сегодня в Якутске, до этого во Владивостоке показывают. То есть у вас гастроли получается? Да, гастроли, да. Потом еще будут гастроли в Хабаровске же, несмотря на то, что финал там уже прошел и люди видели, но тем не менее мы собираем их еще раз с тем, чтобы такой пробный шар, и если эта гастроль свои задачи решит, поставленные перед ней, то в следующем году мы постараемся показать фестиваль 2019 года уже большему количеству городов. А задача, собственно говоря, вы еще не спросили, я отвечаю. Задача, собственно говоря, этих гастролей заключается в первую очередь в том, чтобы найти единомышленников, найти новых участников. Вот. Ну, у нас в Якутске с ними, в принципе, проблем больших нет, но мы хотим еще, мы жадные. Вот. Поэтому вот сегодня мы покажем, что люди снимают, расскажем примерно, как это делать, как участвовать. Ну вот как раз таки вот про количество участников. Сколько фильмов будет сегодня представлено и какое количество из них якутских кинолент? 8 фильмов сегодня будет представлено. Это короткий метр, поэтому вся программа полностью 1:25. Это чисто кино. Ну, плюс еще поговорим немного. И 2 из них из Якутска. Из Якутска. Да. Да. Что за ленты? Вот расскажите, пожалуйста. Первая лента — это фильм «Айсберг» режиссера Максима Едукина. Едукин или Едукин, вот мы не знаем. мы Сегодня познакомимся и выясним главный вопрос фестиваля. Да, Едукин или Едукин. Это фильм «Айсберг» про обратную сторону успеха. Там история про балерину, которой все аплодируют и дарят цветы, но чего ей это стоит, грубо говоря. Этот фильм на фестивале не взял призового места, но жюри специально отдельно отметило исполнительницу главной роли и, по-моему, оператора этого фильма. То есть мы сегодня еще в торжественной обстановке. Сейчас Максим нас смотрит. Да. Мы ему спойлернем немного. То есть мы, короче говоря, вручим Максиму сегодня. Привет, да. Максиму вручим призы, да. И второй фильм якутский. Это, собственно, фильм, который занял 1-е место в основной конкурсной программе фестиваля. Это фильм «Призрачный хомус», режиссер Петр Стручков. Да. Вот, это триллер про девочку, которую... Ну, про немую девочку, да, у нее был любимый предмет хомус, вот, и, в общем, вокруг него там все и вертится. Девочка потеряла хомус, да, и его украл монстр. Короче говоря, надо смотреть. Это очень... Вы заинтриговали, нужно посмотреть, да. Да, что самое вот ключевое, что это любители снимают, это же не профессионалы, Да. те, кто специально для этого не готовился, они чисто на творческом порыве пытаются создать что-то новое. Мы за этим стараемся следить, потому что это могут быть студенты кинематографических вузов, нет, кинематографических вузов студентов у нас не было, но могут быть студенты творческих вузов, скажем так, которые хотя бы понимают какие-то штуки там про драматургию, вот. Но уже 2-й год никто, собственно, из остальных участников не возражает, вот. Этому, у нас, если говорить вообще про профессиональный состав участников, самый экзотический для кинематографа профессии — это железнодорожники и таксисты, кто снимает кино. Вот. Один день из жизни таксиста. Таксисты не снимают про таксистов, кстати говоря. Таксисты снимают такие фильмы. Про другое, да? Серьезные, да. Вот. Короче говоря, то есть, профессионально это совершенно разные люди. Тут даже перечислять просто смысла нет, но это прям вот разные профессии. А как много людей участвует в вашем фестивале? Вот, допустим, в этом году как много фильмов поступило? Чуть больше 40 фильмов поступило. Это при том, что в основной конкурс вошло 10. Вот, то есть сколько в
в каждой съемочной группе людей, ну, мы, Задействованы, да, мы да? задействованы, мы, кстати, ну, мы, наверное, знаем, да, у нас есть заявки, но не А какой регион Дальнего Востока наиболее плодовит в плане кинематографа? Ну, Якутия. Я специально задала Вы этот знали. вопрос. Да? Ну, вообще, я хочу вас немного, не знаю, не расстроить, в тонус привести. Якутия, да, Якутия, у вас есть школа, у вас есть профессиональный, вы единственный регион, в котором есть профессиональный кинематограф. Единственный регион, я имею в виду, за Уралом. Вот, и, собственно, и прокат. Но если говорить о любительском кино, то здесь, наверное, Приморье и Якутия я бы назвал. Вот. Ну, Приморье традиционно шумный в творческом плане регион, вот, Якутия, потому что у вас есть кинематографические традиции уже сложившиеся, вот, но остальные за вами подтягиваются. А почему точка возврата? К чему мы хотим вернуться? Вернуться, да. Мы хотим вернуться к культурной жизни региональной, потому что принято считать, что вся она сосредоточена в Москве и частично Питере. в Санкт-Петербурге. Мы же своим фестивалем хотим, может быть, не сейчас, а через годы, может быть, не мы, а последователи наши, если таковые найдутся, показать, что у нас здесь есть, если не все, то почти все для того, чтобы здесь культурная жизнь, в том числе и кинематографическая, была. Возвращайтесь. Спасибо вам большое за то, что вы в это раннее утро подошли к нам, поделились радостными новостями. Надеюсь, что у вас показ сегодня пройдет на ура, и зрители по достоинству оценят любителей кино, кто А снимает. мы поздравляем наших земляков. Сегодня состоится награда.